Самые главные и актуальные новости дня в эфире информационной программы «Хаберлер». Сегодня среда, 14 декабря. В студии Нериман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Еще 8 человек обеспечили жильем. Как работает федеральная целевая программа? Окружной суд Амстердама принял решение передать коллекцию скифского золота из Крыма Киеву. На каком основании? Семья Адиевых остро нуждается в жилье. О всем самом интересном смотрите в нашем выпуске. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в Москве принял участие в панельной сессии «Инвестируй в Крым» в рамках Дня Республики, который проходит на площадке «Деловой России». В ходе форума предприниматели получили информацию о бизнес-климате Крыма и экономических перспективах региона от главы республики и министров регионального правительства. Сергей Аксенов подчеркнул, что одна из ключевых задач власти – обеспечить сопровождение каждого инвестиционного проекта. Он заявил также, что власти Республики Крым готовы при необходимости обеспечить конфиденциальность участников бизнес-проектов, реализуемых в регионе. Мы готовы, мало того, то есть, все свежие мысли, предложения интересные, то есть, адаптировать, экспериментировать и так далее. То есть, поэтому, если еще есть где-то опыт уже положительной реализации такого проекта на территории Российской Федерации в другом субъекте, это еще больше упрощает ситуацию. Я готов персонально вот здесь с коллегой проработать все его предложения, то есть в данном случае нарисовать план действий, то есть определить ответственных и дальше определиться. Нужен инструмент создания такой площадки, давайте создадим. А может быть мы и так, то есть в рамках уже того, что есть, работает, спокойно все это реализуем, коллеги. Я говорю, если желание есть, все остальное приложится. В рамках Дня Крыма также состоялся круглый стол «Крым. Витрина России», расширенное заседание Ассоциации застройщиков Республики Крым. Жители Армянска получили жилье по федеральной целевой программе в рамках обустройства репрессированных граждан. Хозяевами квартир стали 7 человек из числа реабилитированных и 1 человек из числа детей-сирот. Познакомиться с счастливыми обладателями квартир отправилась и наша съемочная группа. Каково жить без крыши над головой на протяжении долгих лет, хорошо известно этим людям. У каждого из них своя история, но проблема одна – они не имеют собственного жилья. Но сегодня для этих людей большой праздник. Благодаря федеральной целевой программе и указу президента Российской Федерации Владимира Путина о реабилитации, эти граждане стали обладателями 8 квартир. 7 человек из числа реабилитированных граждан и 1 человек из числа детей-сирот получили ключи от новых квартир. Приятное такое событие. В общем-то, с 2004 года формировалась наша очередь. К сожалению, в течение 10 лет мы ежедневно подавали всевозможные бюджеты на финансирование данной программы. Ни разу ни копейки на эти цели выделено не было. И вот с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, вот буквально за 2 года, мы очередь всю еще раз пересмотрели, привели в соответствующую нормативно-правовую базу. И вот сегодня очередь составляет у нас 15 человек, 8 человек, 8 семей уже сегодня получили ключи от квартир. Этого события жители Армянска ждали долго. И вот, наконец, им посчастливилось получить квартиру. Собравшиеся в администрации жители выражают огромную благодарность за реализацию данной программы и выдачу жилья. Я очень долго ждала этого дня. Долгие годы я прожила в общежитии, и сегодня для меня радостный день. Спасибо за предоставленную помощь. На выкуп жилья для реабилитированных граждан по федеральной целевой программе для города было выделено 11 миллионов рублей. В администрации Армянска надеются, что данная программа будет иметь силу и в последующие годы. Чтобы оставшиеся граждане на квартирном учете тоже получили данную помощь. Администрацией города Армянска была проведена работа по перерегистрации граждан, из состоящих 26, из граждан по состоянию на 2014 год 26 семей, перерегистрацию прошли всего 15 граждан, и после чего были определены квадратные метры, общее количество квадратных метров, необходимых для того, чтобы можно было их выкупить. Надеемся на то, что данная программа будет видеть свою реализацию также и в последующие годы. Пообщавшись с новыми хозяевами квартир, наша съемочная группа отправилась посетить квартиру Эскендера Абилтарова. Он получил однокомнатную квартиру.
Эскендер Абилтаров долгие годы прожил в общежитии, но сегодня у него появилась возможность жить в новой квартире. Здесь, в этой квартире, созданы все условия для жизни. Сам Эскендер Абилтаров сегодня очень счастлив. Получения квартиры он ждал на протяжении 11 лет. Сегодня ему 81, детей у него нет. До сегодняшнего дня он жил в общежитии. Но теперь новый хозяин готов в ближайшее время переехать в свой дом со всеми условиями. Конечно, мне все нравится. Такой дом я вижу впервые. В общежитии у меня не было никаких условий, а запах там был ужасный. Кухня есть, санузел, ванна, все очень красиво, все хорошо. Я вот посмотрел, мне здесь все нравится, созданы все условия. Получившие квартиры граждане в ближайшее время готовы уже переехать в свое новое жилье. Алимия Кайбулаева, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. Как работает федеральная целевая программа социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь до 2020 года, а также в какой мере сегодня реализуется указ президента Российской Федерации о реабилитации. Об этом говорили сегодня в Государственном комитете по делам межнациональных отношений депортированных граждан. Тему продолжит наш корреспондент София Шукурова. В настоящее время на территории Республики Крым сформировано 276 массивов компактного проживания граждан из числа реабилитированных. С целью обустройства реабилитированных народов Крыма в августе 2014 года была принята федеральная целевая программа социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь до 2020 года. Согласно программе, запланирован 71 инвестиционный проект, который позволит в полной мере реализовать указ президента о реабилитации. На эти нужды выделено порядка 10 миллиардов рублей. Президент четко сказал, что данные средства будут в полном объеме профинансированы. И после высказывания президента люди, конечно же, хотят быть в курсе тех событий, которые сегодня разворачиваются в части реализации программы. Это и жилищное строительство, это линейные объекты, это объекты социальной инфраструктуры. Реализация федеральной целевой программы позволит обеспечить жильем около 7 тысяч человек, ввести в эксплуатацию 7 детских садов, открыть 2 общеобразовательные школы, обеспечить семьи сетями электро-, водо- и газоснабжения, сетями канализации и дорожным покрытием. В 2016 году одним из важных событий стало начало строительства Центра политнической культуры молодежи. Полным ходом ведутся работы по строительству мемориального комплекса на станции Сюрень. Значит, все объекты, которые предусмотрены планом графиком по 2016 году, это 38 объектов, они у нас все в работе. Значит, ни один объект у нас не снят, не сдвинут. Значит, финансирование идет в графике, который предусмотрен Министерством экономического развития Российской Федерации. Значит, проблем как таковых мы сегодня в исполнении не видим. Уверены в том, что все эти объекты будут своевременно начаты строительством и закончены в те сроки, которые будут предусмотрены графиком производства работ. На сегодняшний день определен порядок взаимодействия между ответственным исполнителем Госкомнац, Министерством строительства и заказчиком застройщика службы капитального строительства. Напомним, федеральная целевая программа будет завершена в 2020 году. Ее реализация позволит обеспечить нужды реабилитированных граждан Республики Крым. София Шукурова, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Окружной суд Амстердама принял решение передать коллекцию скифского золота из Крыма Киеву. Коллекция золота была вывезена из крымских музеев на выставку в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того, как Крым воссоединился с Россией. Всего в коллекции около 2000 артефактов, в том числе не имеющие аналогов в мире. Решение о передаче коллекции скифского золота Киеву возмутило пользователей социальных сетей. В частности, некоторые восприняли решение голландского суда как кражу экспонатов у России. Российская Федерация будет оспаривать решение суда Амстердама о передаче коллекции в вышестоящей инстанции. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что власти Нидерландов, отказавшись передать золото скифов российскому полуострову, легализовали кражу. Парламентарий от Крыма уверен, что Россия не забудет такого оскорбления. Разграбление исторических объектов в Африке, на Ближнем Востоке и других странах для Европы последние 200 лет было рядовым эпизодом. И, конечно же, с их точки зрения абсолютно оправданным. Уверен, что передача скифского золота Украине – это всего лишь многоходовая операция, после которой это золото из Киева поедет на очередную выставку в Европу и там останется навсегда.
Крымского татарина, который воевал в зоне АТО, посадили на 7 лет. Решением Винницкого городского суда 30-летний крымчанин Ридван Абелев приговорен к 7 годам лишения свободы за организацию процесса незаконного пересечения границы Украины. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Известно, что подсудимый участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014-2015 годах в рядах так называемого батальона «Крым», который в прошлом году был расформирован. При этом у Абелева нет статуса участника боевых действий. Согласно собранным спецслужбой Украины материалам, боец Крыма якобы занимался организацией незаконного перемещения нелегальных мигрантов через государственную границу Украины. 25 тысяч крымских татар, которые, по мнению председателя запрещенного в России Меджлиса Рифата Чубарова, переехали на Украину, не могут устроиться ни на работу и найти жилье. Меджлис же может помочь только самоорганизации. Такое заявление сделал Рифат Чубаров на ежегодной встрече с главами иностранных дипломатических предпринимательств, международных структур и организаций в Украине, передают украинские СМИ. Сам лидер Меджлиса, где живут переселенцы, не знает. Семья Адиевых, проживающая в селе Молодежное Симферопольского района, остро нуждается в жилье. Более 25 лет семья проживает во времянке, которая впоследствии начала обваливаться. Подробности знает наш корреспондент Айша Шулакова. На родину Адиевы переехали 25 лет назад, обосновались в месте компактного проживания крымских татар Яшлых. На полученном участке построили времянку, в которой живут и по сей день. Дом наш вот в аварийном состоянии, он просто весь рушится. Вот крыша отходит, стены отходят, балки вот уже просто вышли с места, держит газовая труба. Эту времяночку. Диляра Адиева, вдова, в крошечной времянке проживает с пожилым отцом, дочерью, зятем и маленьким внуком. Жилье без элементарных условий, санузла в доме нет. Вместо ванной комнаты используют специально приспособленную комнатку. Стены рушатся, крыша протекает. Обогревается газовой плитой, так как отсутствует система отопления. Диляра Ханым говорит, что тепло только на кухне, а в другой комнате во время морозов от холода и вовсе находиться невозможно. На протяжении долгих лет семья стоит на квартирном учете, но пока безрезультатно. Стоим в сельсовете на учете. На каком этапе наша очередь, я не могу вам сказать, потому что они этого не говорят. Куршуту Адиеву 83 года. Он попадает под категорию «Дети войны». Вернувшись на родину, собственными руками камень за камнем воздвигал стены времянки. Но отстроить новый дом сил таки не хватило, подвело здоровье. Сейчас он большую часть времени проводит в кровати. Мечтает провести остаток дней в более комфортных условиях. Адиевы рядом с времянкой начали строить новый дом еще много лет назад. Подняли стены, но довести до конца начатое дело вновь не удалось. В семье работает только Диляра Ханым и ее зять. Дочь в декрете воспитывает 1,5-годовалого сына. Я бы очень хотела, чтобы мне помогли накрыть крышу этого дома, чтобы я могла со своими детьми, внуками, отцом порадоваться в этом доме, хотя бы зайти в одну комнату. Адиевы, узнав, что для репатриантов существует программа для достройки индивидуального жилья, обратились в администрацию Симферопольского района в отдел межнациональных отношений. На второй раз, когда я к ним снова пошла, мне сказали, что в бюджете сейчас нет денег. Вам необходимо снова собрать документы и принести их в январе следующего года. Если поможет государство, то им будет намного легче. Смогут обустроить хотя бы одну комнату и переехать в новый дом. Заместитель главы администрации Симферопольского района Руслан Якубов рассказал, как работает программа по выделению материальной помощи на достройку жилья и прокомментировал ситуацию с отказом семьи Адиевых. В пакете документов Адиевой Диляры не было документов, подтверждающих ее первоочередное право, что послужило одним из оснований для отказа. Вторым основанием было отсутствие лимитов. Документы, подтверждающие инвалидность ее отца, не было. Более того, мы запросили сведения у Департамента труда и соцзащиты, которая нам сказала, что такого человека у них в реестре, принадлежащие к льготным категориям, к инвалидам, не имеется. Руслан Якубов добавил, что те, кто не получил материальную помощь на достройку индивидуального жилья, смогут сдать свои документы в следующем году. После этого будет создана комиссия, которая вынесет решение. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал Миллет.
ДТП с участием двух машин произошло накануне на трассе Белогорск-Нижнегорский. В результате столкновения Рено Меган и Лада Весты пострадали 3 человека, житель Нижнегорского района, а также 2 граждан Украины. Спасатели оказали помощь в транспортировке пострадавших к автомобилю скорой помощи и обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Белогорскую центральную районную больницу для дальнейшей госпитализации. Причины происшествия устанавливают эксперты. Крымские спасатели призывают автомобилистов быть бдительными на дорогах. Сегодня в Государственном совете состоялось расширенное заседание комиссии по вопросам образования и науки, делам молодежи и спорта республики. На повестке дня стоял вопрос об обращении Общественной палаты Республики Крым к министру образования и науки Российской Федерации Ольге Васильевой о включении в учебные пособия и учебные программы на всех уровнях образования в Российской Федерации раздела по истории Крыма с акцентом на ее новейшую составляющую. Вот на сегодняшний день, я думаю, здесь беспокойство Григорьевича очень понятно, и мы его разделяем. Вопрос звучит так: удовлетворены ли мы, крымчане, каким образом воспринимается наше поведение в те, прямо скажем, очень нелегкие дни, правда ведь, для всех, для нас, тем, как это излагается в сегодняшних учебниках для детей. Конечно, академические труды, которые будут созданы, чрезвычайно важная вещь, да, потому что они в какой-то степени беспристрастны, да, они излагают хронологию. Но сегодня речь все-таки идет немножко о другом. Идет речь об образе этих событий. А он может быть очень разный, полярно противоположный. Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и Общественный совет при Министерстве ЖКХ провели совместное заседание, на котором были обсуждены предварительные итоги работы Единого Крымского информационного центра за текущий год. Обо всем об этом расскажет наш корреспондент Султания Ситакаева. В ходе заседания шла речь о предварительных итогах работы Крымского республиканского единого информационно-расчетного центра. По словам директора предприятия ЖКХ Анатолия Петрова, центр сработал неудовлетворительно. На данный момент центр возглавил новый директор. Задача, конечно, у него серьезная, потому что за год провальной работы теперь ему надо все наверстать, ему надо проинформировать все население, чтобы у людей, у наших крымчан не было вопросов, что это за квитанции, уверенность вообще, туда ли эти деньги пойдут. Как эти деньги будут работать. Также Анатолий Петров отметил, что республике подобный центр не нужен. Главная задача – собрать деньги на капремонт, мы понимаем, да? То, что за тепло у людей прямые договора, за воду прямые договора, они платят. А заплатить именно за капремонт, ну, в принципе, это, как на мой взгляд, это могла бы сделать тот же НКО наш, фонд капремонта. Он мог бы это сделать. Ну, создали еще дополнительную структуру, ну, может, они лучше сделают. Наверное, фонд не может справиться с этой задачей, хотя фонд, мы знаем, вот эти там 2 месяца печатали сами эти квитанции. В свою очередь, генеральный директор государственного унитарного предприятия Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр Денис Галахов рассказал, основная цель предприятия – это внедрение единого платежного документа, также максимально качественное начисление и распределение коммунальных платежей. Единый информационный ресурс обеспечивает сбор, обработку, накопление и хранение информации с целью оперативного расчета ежемесячных платежей потребителей. На сегодняшний день в платежный документ входит, как один из участников, это фонд капитального ремонта, сбор денежных средств. И по 3 муниципальным образованиям, городской округ Алушта, Феодосии и Джанкой, у нас добавился услуги теплокоммунэнерго. КАИРЦ не аккумулирует данные денежные средства на своих счетах. Денежные средства при поступлении в банк автоматически распределяются по счетам поставщиков услуг, в том числе и фонд капитального ремонта. Если гражданами будут выявлены замечания в платежном документе, то им необходимо обратиться в единый расчетный центр, который уже работает в Симферополе, Ялте, Феодосии, Джанкое и в Армянске. Султания Ситакаева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь выдало сертификат качества «Илял» на продукцию частного предприятия в Бахчисарае. Предприятие занимается забоем крупного и мелкого рогатого скота и поставкой мяса «Илял» в специализированные магазины Крыма. Заявку на получение сертификата предприятие подало в ноябре текущего года. Отдел стандартизации и сертификации «Илял» продукции «Думг» изучил процесс забоя и разделки скота и проверил условия содержания мяса. По итогам проверки никаких претензий к производителю не возникло. Забой животных проводится с помощью специального оборудования и в соответствии с законами шариата. В помещении учтены все технические и санитарные требования. Срок действия сертификата «Илял» составляет 1 год. По истечению срока производится повторное обследование с выдачей заключения о возможности продления сертификата на следующий год.
И о погоде. К концу недели в Крыму ожидается усиление морозов, сообщила начальник Крымского гидрометеоцентра Татьяна Любецкая. По ее словам, характер погоды будет неустойчивым. В четверг и пятницу в Крыму снег, в отдельных районах сильный. Ночью температура воздуха составит -9, -4, днем от -3 до +2 на южном берегу. В выходные дни сохранится холодная морозная погода, ночи будут более морозные, -14, -9, днем от 0 до -5, уточнила она. Незначительное потепление синоптики прогнозируют в начале следующей недели. На этом наш выпуск завершается. Команда корреспондентов Хаберлер продолжает следить за событиями на полуострове и в мире, так что оставайтесь с нами и будьте в курсе последних новостей. До завтра.